Говорит Ленинград. Внимание, товарищи! Город Ленинград полностью освобожден от вражеской блокады и от варварских артиллерийских обстрелов противника. Здесь они услышали известие о начале войны в июне 41-го. И здесь же они услышали радостное известие о снятии блокады в январе 44-го. Уличный репродуктор на углу Малой Садовой и Невского проспекта в Санкт-Петербурге. Сегодня это уже памятник, один из символов той эпохи. Вам достаточно просто взглянуть на него, и перед вами сразу всплывают вот эти все трагические картины тех времен. Это было единственное окошко в мир для ленинградцев. Кроме того, этот репродуктор спас, конечно, десятки тысяч жизней. Репродукторы предупреждали об обстрелах, а в перерывах между сообщениями звучали сигналы метронома. 60 ударов в минуту, все спокойно. Если пульс учащался, значит, была опасность. Просто представьте себе, как звучал Ленинград в эти годы блокады. В современном Петербурге еще большое количество людей хранят память о блокаде в своем сердце. Но нам с вами, потомкам, современникам, людям совершенно другого поколения, нужны напоминания, постоянные напоминания. Вот эти таблички, расположенные на северных и северо-восточных сторонах ленинградских улиц, наиболее опасных при обстрелах врага с юга и с юго-востока, были, конечно, в городе во время войны, они всем нам известны, и появились уже после, но через десятилетия после войны. Сколько жизней спасли эти таблички, мы не знаем. Но если мы удивляемся тому, что они появились здесь лишь спустя десятилетия после войны, значит, они сделали то, для чего были созданы. Они спасли жизнь нам с вами. Почти 150 тысяч снарядов было выпущено по Ленинграду за время блокады. Они унесли 25 тысяч жизней, только они. А сколько было разрушено памятников архитектуры, сколько было разрушено зданий, этого просто не сосчитать. Сегодня петербуржцы бережно хранят и эти следы. Они есть на Исаакиевском соборе, они есть на храме Спаса на Крови, они есть и вот здесь, на знаменитом Анечковом мосту в Петербурге, вот на этом гранитном постаменте. Вот эти самые следы. Здесь есть табличка. Это следы одного из 148 тысяч снарядов, выпущенных фашистами по Ленинграду в 1941-1944 годах. Вы только вслушайтесь в эти слова. Они могут показаться безжизненными, они могут показаться сухими, скупыми, но это не так. Здесь нет ни единого лишнего слова. Это та самая благородная правда. Правда без крика. Правда, которая отличает жителей этого города от всех остальных. В нашей стране есть немало монументов, посвященных Великой Отечественной войне, но этот, наверное, один из самых пронзительных. Мы находимся с вами в 50 километрах от Ленинграда, на восточной оконечности Ладожского озера. Это именно то место, где проходила в годы блокады легендарная дорога жизни. Это Ладожское озеро. Туда, до восточного его берега, 29 километров отсюда. Именно сюда приходила зимой по льду, летом, конечно, по воде, хоть скудное, но продовольствие. Именно отсюда, с этого места, эвакуировали людей из блокадного Ленинграда. И, конечно, этот символ понятен, наверное, любому, кто даже увидит его впервые. Две дуги символизируют кольцо, окружавшее город. Прореха между ними – это та самая легендарная дорога жизни. Единственная ниточка, которая связывала Ленинград со всей страной. Потомок, знай, в суровые года верны народу, долгу и отчизне. Через торосы ладожского льда отсюда мы вели дорогу жизни, чтоб жизнь не умирала никогда. Эти километры, они просто, это земля святая. Конечно, здесь кости, кости, кости. Здесь очень, конечно, это кровавое место. Это большая, огромная братская могила. Ведь вся страна помогала. Если бы не это место, если бы не эта дорога жизни, помощь не поступала бы.
Круглосуточно здесь работало 20 тысяч человек, обслуживая эту дорогу. Понимаете, совершая здесь подвиг, давали жизнь Ленинграду. А страна нам помогала, понимаете? Поэтому мы, например, в Ленинграде знаем, чтим, благодарим тот же Татарстан. Все помнят, сколько здесь погибло посланцев из Поволжья. Никто не забыт, ничто не забыто. Эти бессмертные слова поэтессы Ольги Бергольц, выбитые вот здесь, на гранитной стеле, позади монумента «Мать Родина», стали крылатыми, они известны каждому. Здесь, на Пискаревском кладбище, захоронено более 600 тысяч жертв блокады. Сегодня, конечно же, мы здесь. Мы здесь вместе с представителями нашей делегации, с депутатами, со школьниками и с ветеранами-блокадниками. К сожалению, я редко бываю в Ленинграде. Ну, а впечатление, безусловно, попасть в такой форум памяти, это очень здорово. Вы были эвакуированы, да, из Венгрии? Да, в 1943 году по дороге жизни в конце марта вывезли в детдом под Кострому. В Санкт-Петербург часто ездила, потому что все родственники, Пискаревская, как ни приеду, всегда иду на Пискаревское. Потому что я никак не могу, чтобы не посетить это память подпавших героев, солдат и наших блокадников. Это великая победа для всех нас, для всей нашей великой страны. А Татарстан 45 тысяч человек погибло именно защищая Ленинград. В настоящее время известно более 18 тысяч, уже имена известны. Мы сейчас готовим книгу памяти по этой части. И непосредственно Татарстан не забывает своих земляков. Здесь у нас установлены мемориальные доски в Невском пятачке, Синявских высотах, Пискаревке. Знаменитая вторая ударная, где был дед Жалиль, где здесь и был пленен. Непосредственно памятник Муса Джалилю здесь у нас в Петербурге, также в городе Тосно. Мы их помним, мы их чтим. Вечная им память. Понятно, что умирали, и умирали очень много. И вот эти замерзшие тела, особенно в первую зиму, 41-42, их было очень много. Куда их девать? И вот сюда, в этот прекрасный павильон Росси, в эту классику, к этим прекрасным скульптурам, внутри они уже заполнили, и было уже некуда девать эти замерзшие тела. И как вы думаете, что они сделали? Они ставили эти замерзшие тела ленинградцев, они ставили вот так забором, они стояли с гордо поднятыми головами, как лес. Ведь всем известно, деревья умирают стоя, с гордо поднятой головой. Почему и хочется ответить на ваш вопрос, а что вы радуетесь 27-го? А мы радуемся за то, что наши предки мужественные, люди, они выдержали, они не допустили этого позора. Очень трудно подобрать какие-то слова, чтобы передать то, что чувствуешь здесь. В Петербурге в эти дни очень много дискуссий о том,
как относиться к этому дню, 27 января 1944 года? Праздник это или все-таки это день скорби? Но по нашим ощущениям, по нашим наблюдениям, большинство людей здесь все-таки воспринимают его как праздник. Дело в том, что этот день, 27 января, здесь называют наш Ленинградский День Победы. Это не моя журналистская придумка. И все статьи, и все фильмы выходят сегодня именно под этим заголовком. Наш Ленинградский День Победы. Так что это праздник со слезами на глазах. От усталости ленинградцы шли по улице и слышала чула, и сквозь слезы начинали обниматься. Все, закончилась блокадная пора. Михаил Любимов и Андрей Ключников. 7 дней. Санкт-Петербург. Ленинград.